Суд отпустил подростка, который защищал мать от пьяного мужчины. Ленинский райсуд изменил меру пресечения 16-летнему подростку, защитившему мать от пьяного мужчины. Об этом на своей странице сообщила омбудсмен Атар Абдрахматова. Об освобождении подростка также сообщила руководитель Лиги защиты прав ребенка Назгуль Турдубекова. Напомним, несовершеннолетний А., защищая свою мать от неправомерных действий, ранил ножом нетрезвого мужчину. После этого мальчика арестовали. Его обвинили по статье 130 часть 1 «Нанесение тяжкого вреда здоровью УК КР». После этого суд назначил ему наказание в виде ареста с содержанием в учреждении номер 14 Сен. Источник «Кактус Медиа». В мэрии напомнили, когда прозвенит и как запрещено праздновать последний звонок в школах. 9 июня в 9 часов ровно во всех столичных школах проведут торжественные линейки, посвященные последнему звонку. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. По данным городских властей, в этом учебном году школу оканчивают 14 257 учеников 9 классов и 8 233 учащихся 11 классов. Всего же в 97 школах Бишкека обучаются 177 тысяч учащихся. В мэрии напомнили, что по закону в общеобразовательных организациях Бишкека денежные сборы недопустимы, а также строго запрещены мероприятия в кафе и ресторанах. Гуляния в парках, выезды на природу и водоемы по поводу празднования последнего звонка в школах. И призвали сообщать о таких требованиях по телефонам 0312 61 39 72, 0504 11 01 21. Источник «Кактус Медиа». Кого еще намерен уволить министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев? Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сегодня, 30 мая, во время посещения детского сада на Ристе подтвердил, что давал в кабинет министров представление на увольнение по нескольким людям. Однако их не сняли, и тогда глава Минздрава, по его словам, решил обратиться к президенту. Это, как пояснил глава Минздрава, трое его заместителей – Джалалидин Рахматуллаев, Улугбек Бектурганов и Жапар Култашиев. Помимо них, министр здравоохранения намерен уволить директора Национального центра фтизиатрии Мадамина Каратаева и директора Департамента лекарственных средств и медицинской техники Нурдина Кагаздиева. Напомним, ранее заместители главы Минздрава вышли на пресс-конференцию и попросили руководство страны принять меры и уволить министра. В это время сам министр находился в Германии. Вернувшись, он сообщил, что не намерен увольнять недовольных. И 27 мая уволил троих руководителей отделов Минздрава: заведующую отделом делопроизводства и организационной работы Гульмиру Ибраеву, заведующего юридическим отделом Азамата Жумакеева и заведующую отделом общественного здравоохранения МСКР Айнуру Акматову. Источник «Кактус Медиа». Если вы еще не подписаны, подпишитесь и ставьте лайки на наш канал, чтобы оставаться в курсе важных событий. Нам это придаст стимул развивать канал дальше.